Говоря о проблеме улицы Котовского и объездной дороги, здесь проблема, конечно, одна из самых острых в нашем городе. Она обусловлена двумя факторами. В одном случае полные подвалы водой, это значит сырость, которая выходит к дому, дом, естественно, становится слабее гораздо, и к этому еще добавляется передвижение многотонных транспортных средств по улице Котовского, где дорога в отвратительном состоянии, никто ее даже не думает сегодня делать. Это дорога республиканского значения, она не относится к муниципии Камрад, потому что через нее проезжает ежедневно в порт Жижулеш и обратно по 300-400 автомобилей грузовых. Это круглосуточно двигается. И вы можете себе представить, я был в одном из домов, специально оставался на часа два, вот в вечернее время. Машина проехала, а шум слышен аж за километр еще дальше, как шумит этот автомобиль из-за кузова, который, особенно когда он пустой. Сейчас на первом этапе мы можем только знаки поставить 30 километров, чтобы хотя бы немножко медленнее передвигались, но это не решит проблемы. Люди вышли, бастовали для того, чтобы сделать объездную дорогу. Больших проблем в строительстве объездной дороги хотя бы в Белом Варанте я тоже не вижу. Ее нужно было, может, уже еще 2 года назад сделать, чтобы пропустить транспорт оттуда. Потому что в тех домах сегодня невозможно находиться. Пройдет еще некоторое время, и эти дома просто развалятся. Мы сейчас вышли с ходатайством в Министерство строительства дорог, чтобы сегодня сделать объездную дорогу. Объездная дорога должна выполниться, чтобы отвести транспорт по объезду, а мы со своей очереди при мэрии, в этом году мы, естественно, не успеваем, но в следующем году мы должны сделать отвод этих вод, дренажи, потому что много специалистов там было, в течение 10 лет все приезжали, и большие делегации, и с экологией, но никто эту проблему не решил. Сегодня у нас есть план решения этой проблемы, мы его тоже доизучим, чтобы не вкладывать средства попусту.